Пейзажи Якутии, запечатанные в полотнах, традиции народа, отраженные в национальных костюмах. В двух залах музея расположились более 100 изделий, от роскошных пальто до сумочек. Это и новые работы художника, и те первые, что сразили зрителей красотой еще в 90-х. Еще вот костюмы невероятные. Вот эта работа женщины с кожей, это, я знаю, очень тяжело. Поэтому вот очень красивые костюмы. Костюм, в частности, зимний – главная вещь женского гардероба во все времена. Такие шубы, сшитые из меха рыси, бобра, богато украшенные орнаментами, носили еще в 19 веке. Благодаря художнице образцы старинной якутской одежды дошли до нас, чего стоит и наряд невесты 18 века, наследие народа в каждом шве и бусинке. Наряд якутской невесты всегда обязательно расшивался голубым бисером. Голубой цвет входил в наряд. Что это действительно народный художник, который стремится взять все лучшее из культуры своего народа и показать нам, вот, людям, живущим уже в 21 веке. Обращение к старинным художественным традициям – главное направление в творчестве Анны Зверевой. К слову, архаика красной нитью проходит и по детству мастерицы. Оттуда и любовь к истории, и к ручному труду. Родилась в юрте с земляным полом, и вместо окон стекла это были большие куски льда, которых я чистила по утрам. Не зря же говорят, 1% талант, 99% это труд. А то, что я родилась в глухой деревне, это, да, у каждого жизнь по-разному складывается. И очень часто, когда люди проходят школу жизни, они становятся сильными и вот именно закаленными. Сегодня работы художника украшают и этнографический музей Петербурга, и Нью-Йоркский Метрополитен. Прикоснуться к миру северной женщины в Музее Востока можно будет в течение месяца. Я думаю, что такая выставка будет пользоваться успехом. Она будет у нас до 13 ноября. В Москве уже тоже будет прохладно. Можно будет почувствовать себя чуть-чуть в Якутии. Так что я приглашаю вас. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва.